Новые идеи правительства пугают с каждым днем все больше. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Родителей в Таджикистане обязали препятствовать обучению своих детей сепаратизму. Об этом говорится в поправках к закону об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. Эти поправки были приняты Нижней палатой парламента в октябре, а в декабре президент подписал закон, и он вступил в силу в начале этого года. В соответствии с принятыми поправками родители обязаны также запрещать детям просмотры фильмов сепаратистского содержания. Ранее в законе говорилось о том, что родители должны предотвращать просмотры фильмов с элементами эротики и порнографии, насильственного, экстремистского и террористического характера. Кроме того, в новых поправках к закону родители обязаны предотвращать чтение газет и других печатных материалов, в которых есть элементы сепаратизма. При этом в законе определение о том, что имеется в виду под сепаратизмом и откуда исходит такая угроза, не дано. Как вы относитесь к такой ситуации? Какой может быть сепаратизм, если даже не указали, в какую сторону, от чего и от кого? Группа экспертов и аналитиков в ходе одной из онлайн-дискуссий, организованной в декабре 2022 года в Гарвардском университете, предположили, что власти Таджикистана опасаются, возможно, сепаратистских настроений в Горно-Бадахшанской автономной области. Мухаббатшо Рузадоров, находясь в 2014 году на должности советника президента Республики Таджикистан, заявил на одной из встреч, что у некоторых представителей нашей бадахшанской молодежи формируется сепаратистская направленность. Однако Брюс Паньор, один из участников дискуссии в Гарвардском университете, сказал: «Во время протестов в Бадахшане никто и никогда не призывал к независимости. Они не сепаратисты, и у них не было такой цели. Я разговаривал со многими оттуда. Они говорят, что согласны быть в составе Таджикистана». Президент страны Эмомали Рахмон в начале 2019 года назвал в 2019 году сепаратизм одним из 3 главных зол наряду с терроризмом и экстремизмом. За последний год чиновники Таджикистана как минимум 2 раза обсуждали вопросы сепаратизма с представителями Китая. В ноябре 2019 года Китай построил в Душанбе центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. И пока неизвестно, введение в действующий закон слов о сепаратизме – это настояние со стороны Китая или воля самого Душанбе. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? И что теперь жители Бадахшана будут называть сепаратистами? И зачем вообще такие акценты ставить? Чего опасается наше правительство и о чем они не хотят говорить, а только вводят какие-то странные указания с помощью законов? Вас это не настораживает? Как-то странно они все это делают. Непонятно, чего они боятся и кого они боятся, и на основе чего. Кто такие сепаратисты у нас? Почему их стало это напрягать, особенно в последнее время? Как вы думаете, что на это сподвигло? Ситуация вокруг нашей страны, у наших соседей, или что вообще происходит? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.